Я хотел вот поделиться этим словом, назвал так послание «Сила благодарности». Потому что, знаете, с одной стороны, что такое благодарность? Из добродетелей, вы знаете, что есть христианские добродетели, да, такие основные вера и надежда, да, и терпение, и другие. Так вот, из этих добродетелей благодарность в самом конце стоит. То есть из добродетелей она не самое главное. Да? С другой стороны, что интересно, неблагодарность – это один из самых страшных грехов. Вот и как так, да? То есть благодарность – одна из самых малых добродетелей, а вот неблагодарность – это один из самых страшных грехов. Так что, конечно, хочешь не хочешь, посередине невозможно быть, надо быть благодарными, правда? Чтобы не быть неблагодарными. Аминь. И вот в 1 Фессалоникийцам 5 главе 18 стихе здесь сказано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». То есть здесь апостол Павел говорит, это воля Божья в Новом Завете, то есть это как закон. Вот в Ветхом Завете вы никогда нигде не встретите заповедь о благодарности. Никогда. А вот в Новом Завете сказано, это закон, это воля Божья, просто стопроцентная воля Божья. Почему? Как вы думаете, почему? В Ветхом Завете столько было предписаний, да, касающихся и духовной сферы, и естественной жизни нашей, и про благодарность ничего не сказано. А почему в Новом Завете это прям что-то важное? Бог говорит, это воля моя. Какие у вас варианты-то есть? Вы христиане? Верите в Иисуса? Да? Вы должны всегда, знаете, скажете Иисус Христос, вы всегда попадете в точку. Это, знаете, как есть такая история, да, когда учительница в христианской школе спрашивает деток, скажите мне, детки, кто такой пушистый такой, с ушками, да, с хвостиком таким, с лапками длинными. И там Петя отвечает, говорит, Марья Ивановна, конечно, это Иисус, но уж больно на зайчика похоже. Всегда говорите Иисус, не промахнетесь. Конечно, из-за Иисуса. Конечно. То есть Господь дал самый великий дар нам. И мы, особенно те, кто из язычников, ничего мы не заслужили. Никто из нас не заслужил, ни один наш народ, ни мы лично, ничего от Бога не заслужили хорошего, кроме Его гнева и наказания за нашу жизнь. Но Он по любви полюбил нас и по своей милости великой, любви к нам, послал Иисуса. И мы были спасены. Поэтому мы должны быть благодарны. Аминь. То есть мы не можем, вообще христиане это люди благодарные, они не могут не быть благодарными. Язычники могут, но мы же не язычники, правда? Аминь. И на самом деле это все серьезно. Это не так, что я забываю поблагодарить и Господа, и других людей. Но это очень серьезно. Апостол Павел предупреждает в послании к римлянам, он говорит, что когда люди не были благодарны, забыли о благодарности, это обернулось для них большими проблемами. И это плохо вообще для них закончиться может. Да? Римлянам 1 глава, 21 стих, говорит, поэтому, хотя они и знали о Боге, кто из вас знает о Боге? Уже теперь мы больше знаем о Боге. Тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, их неразумные сердца погрузились во мрак. Знаете, чаще всего откуда у нас мрак, откуда в душе какое-то беспокойство, проблемы, неустройство всякое? Для того, что мы забываем славить Бога и быть благодарными Ему. Только начинай славить Бога и благодари Его, поверь, сразу солнце взойдет в твоей душе. И в 28 стихе послания к римлянам сказано, а поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то и Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустил делать то, что делать не должно. Вот откуда проблемы, грех, да, и всякие такие испорченные вещи, когда мы неблагодарны. Помните история
очень сильная есть в Новом Завете, ну, в Луки 17 главе тоже она описана, когда было 10 прокаженных, да, вот они встретили Иисуса. Ну, проказа это ужасно, до сих пор это ужасно, она не лечится, проказа и сегодня. И сегодня есть лепрозорие, и это бесполезно, то есть нет, не придумали еще лекарств. А во времена Иисуса это тем более было очень сильно развито. И эти люди считались нечистыми, они должны были замотанными, там, в тряпки всякие ходить и везде кричать: нечист, нечист, нечист идет, да. Все их сторонились, и родственники, и окружение. Но Иисус, Он пришел спасти нас от грехов, от болезней, от проклятий. И вот Он исцелил этих 10 человек, да. Они все исцелились, когда Иисус сказал им: идите, покажите священникам. И по пути они исцелились. И только один пришел, тем более он был из язычников, он был самаритянин, не из иудеев. Знаете, вот тоже я замечаю, интересно так, что вот я иногда встречаю более благодарных людей среди язычников, чем среди христиан. И для меня вот до сих пор я не могу найти ответа. Почему? Ну как так? Как это так? Ну, мы должны быть самыми благодарными. Но круче нас в благодарности никого не может быть. Из-за Иисуса, конечно. Аминь. Но когда этот один самаритянин вернулся, чтобы поблагодарить Иисуса, вот тоже, вот у нас, когда есть молитвы за нужды, тоже мы также молимся, это здорово, и за власти, и за разные сферы, и за Израиль. Здорово, что я так рад слышать, что вы благословляете Израиль. Это, вот поверьте, Бог вас будет и дальше благословлять обильно за это. Но и у нас еще мы читаем благодарности. И бывало раньше, там, 10 назад, ну как-то так, одна благодарность там, на служении, 2 благодарности. Как будто, а что, Бог не делает чудес, что ли, в нашей жизни? Ну, мы должны быть щедры на благодарность из-за Иисуса. Не только зацикливаться вот на своих проблемах и нуждах. Если мы на них будем зацикливаться, о них будет еще больше. Вы хотите вырваться из этого, из этих крысиных тоже бегов, да, проблем? Надо учиться быть благодарными. И Иисус очень удивился. Вот вообще, ну Иисус, когда, вот, например, я вот больше 30 лет верующий, много чего повидал. И то уже думаю, ну я уже ничего не удивлюсь, вот. Как хорошему, так и плохому. Уже думаешь, ну что уже удивляться там, ну все что угодно может быть. А Иисус насколько все знает, Он Бог во плоти, и тут сказано, Он удивился. Его это удивило, вот этот поступок. Его удивил поступок вот этого язычника, который единственный пришел и поблагодарил. И его удивил поступок этих 9 иудеев, которые не пришли, не воздали славу Богу, не поблагодарили. Как так вообще? Ну это ненормально. Да? Давайте удивлять Иисуса с хорошей стороны. Мне нравится, когда обратная связь есть. Это не знаешь, как вообще вы. А то мало ли, знаете, я однажды, ну, что делать? У вас есть, кстати, выход запасной, если что? Там где-то. Однажды, знаете, я, ну, немножко не в тему проповеди, но в Монголии служил как-то, и делали евангелизационные служения, такие, это еще вот лет 20-25, может быть, лет назад было. И сами мы пригласили людей в зал, и сам оплатил зал, переводчицу нашел на монгольский язык. И вот проповедую, и вдруг дедушка один вскакивает, такой встает. Ну, и непонятно, заходит людям, не заходит, я ничего не пойму, реакции никакой, как бы. И тут дедушка на первом ряду он был, вскакивает, и что-то на монгольском зло кричит что-то. Я думаю, так, что-то он сейчас, народ сейчас против меня, наверное, не нравится ему Евангелие. А и переводчица стоит такая и молчит такими, еще, и у нее глаза все больше и больше, и ничего мне не переводит. А я уже думаю, так, вот у меня камеры тут, хватаю, куда бежать, как бы, а выход-то там через весь зал, думаю, так, прорываться как-то надо, или что, ну мало ли, душу свою спасать. И потом уже я говорю, ну что он говорит, что мне делать-то, я не пойму. А она потом такая, ага, он говорит, он был слепой. Я говорю, в смысле слепой? Он говорит, он был слепой. Его привели на служение, он слепой.
И пока ты проповедовал, он прозрел. И он возмущался, говорит, у него столько друзей слепых, почему не сказали, что тут от слепоты исцеляют? А я-то уже думал, бежать надо, понимаете? Так что хорошо, когда реагируют люди, понимаешь, более-менее, чтобы просак не попасть. Слава Богу, и он был исцелен от слепоты. Там потом много исцелений еще было, чудес. И 2 Коринфянам, давайте посмотрим. Итак, драгоценные, мы же верим, что Бог хочет нас сделать счастливыми, а в вечности безмерно счастливыми, да? Но невозможно, то есть это даже несправедливо сделать счастливым неблагодарного человека. А в библейском смысле это даже невозможно. Невозможно сделать нас счастливыми, если мы неблагодарны. 2 Коринфянам 4 глава, 15 стих, здесь сказано: «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». То есть все для нас. Бог столько всего приготовил для нас, но с годами мы должны быть все более благодарными. Да? А бывает, я тоже говорю, уже 29 лет служу пастором, бывают люди, кто уже там 10, 15 лет, 20 лет в церкви, уже такие, для них все это обыденное. Здание, ладно, и уже так что-то бурчать начинает, что-то уже не так, что-то уже... Думаешь, дружок, ты за эти годы должен наоборот, прыгать тут выше всех, быть радостным больше, чем кто бы то ни было. Ведь ты познаешь Господа. Да? Получается, это очень простое послание, очень простое, но оно очень-очень важное, дорогие, очень важное. Это не просто проповедь, это о стиле жизни. И это о нашем выборе тоже. Я помню, как много лет назад я читал историю про миссионеров, тоже я сам считаю, что я миссионер. И эта история произошла, кажется, в 18 веке. Одна женщина из Англии, она поехала в Китай. Это одна из первых была миссионеров в Китае. И тогда Китай была закрытая страна, там и убивали миссионеров, да, иностранцев, которые приезжали туда. Все было очень тяжело, она очень многим пожертвовала, чтобы служить в Китае в те годы. И однажды она заразилась оспой. Оспа тогда была неизлечимая тоже болезнь. Сейчас, слава Богу, прививки делают, все. Я не знаю, там у вас есть эти идеи, антипрививочники, там всякие антиваксеры, там и так далее. Вообще-то Блес Паскаль, это верующий христианин, он первый изобрел прививки и так далее. Я считаю, что это от Господа. Медицина – это от Господа. Ладно, мало ли, я не знаю, не буду тут на чьи-то мозоли наступать, но... тогда не было таких, то есть это было все смертельно, опасно и неизлечимо. Она вся покрылась этими язвами. И она молилась, говорит: Господь, я вроде все отдала, всем пожертвовала, приехала сюда ради Тебя и Царства Твоего, и тут на Тебе, и что делать? И она ей жалко было саму себя, она плакала, молилась, и тут ангел ей явился. То есть она так домолилась, что так жаловалась, что ангел пришел к ней и от Господа и показал ей такое видение. Она увидела 2 корзины. И ангел сказал: посмотри на что там в этих корзинах. И одна корзина, она была полная такой, какой-то зловонной субстанцией такой. А вторая корзина, что-то там на донышке, что-то там светилось. И она говорит: я не понимаю, что это. И ангел сказал: эта корзина зловона, это оспа. А эта вторая корзина, это твоя благодарность Богу в этой ситуации. Пока корзина благодарности не наполнится, ты не можешь быть исцелена. И он исчез. И она получила откровение. И она начала благодарить и благодарить и благодарить. Сначала тяжело было, потом все сильнее, сильнее, сильнее. Потом это захватило ее. И она день благодарит, ночь благодарит. Уже все, кто рядом с ней был, уже думают: все, это уже, наверное, у нее такие, предсмертные такие забытье какое-то. Уже священника пригласили, чтобы все, и уже попрощаться с ней. Она и не умирает, а все продолжает что-то бубнить, потому что ей тяжело было говорить на понятном языке.
А она благодарила таким образом Бога. Благодарила. 3 дня она подряд благодарила, не останавливаясь. И по истечении этих 3 дней опять ангел ей явился. И показал, и вот эта корзина, которая была вот, с благодарностью, она наполнилась, она переполнилась. И та корзина с этой вот зловонной субстанцией вдруг раз и исчезла. И она тут же была исцелена. Она писала, что ее тело стало как у младенца, чистое. И больше вот оспа никогда не возвращалась к ней. Она была полностью, совершенно исцелена. Драгоценные. Вот тоже, это очень серьезная история, это как бы со смыслом. Это реальная история. Эта женщина, она очень известная, миссионерка. Это ее личная биография. И, знаете, вот тоже посмотри на свою жизнь, честно так вот. В твоей жизни чего больше? Жалоб, просьб, что-то, или благодарности? Вот честно. Руки не надо поднимать. Вот какой корзины у тебя больше? Где проблемы, где ты думаешь про проблемы, недовольства какие-то или благодарность. Не отвечайте, просто для себя. Для себя сделайте галочку. И может быть, кому-то стоит увеличить меру благодарности. И знаете, я вот когда только услышал эту историю, и вот с годами я заметил, знаете, вот есть какие-то вещи, ты за что-то молишься, прорываешься. И я заметил, вот некоторые серьезные ответы, там реально надо, чтобы чаша благодарности наполнилась. Надо благодарить и благодарить и благодарить и благодарить и благодарить и благодарить. Это не единожды что-то. За один раз поблагодарил, типа, что у тебя неверие, что ли? Один раз помолился, поблагодарил и все. Вот благодарности много тоже не бывает. Ты можешь за что-то одно, постоянно, или за что ты хочешь, да, что ты хочешь получить, продолжать и продолжать и продолжать и продолжать, благодарить и благодарить. И это реально, вот много благодарности, много силы, мало благодарности, вот все по-другому. И Христос, мы знаем, сколько у него было испытаний, сколько было искушений. Даже на кресте, когда он все равно, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя. Он был благодарен, да? Иоанна 11:41 мы читаем, тоже там Иисус очередной раз там, благодарю Тебя, Отче, за то, что Ты слышишь меня. Он и так знал, что Отец его слышит. Он и так это знал. Но он все равно благодарю Тебя, говорит, что Ты меня слышишь. Может быть, ты спасен, ты знаешь, что ты спасен. Но все равно благодари за то, что ты спасен. Вновь и вновь. Если хочешь не потерять радость от спасения, продолжай благодарить Господа. Благодари, что Он тебя слышит. Благодари Его, что Он тебе отвечает. Мне не отвечает. Потому что ты, может быть, не благодаришь. Знаете, вообще благодарность – это зрелость. Вообще, даже по жизни, кто самый неблагодарный обычно? Вот мы поклонились деткам, да? Кто? Дети, они эгоистичны, правда? Честно. Кто из вас, у вас детки приходили к вам и с утра, папа, мама, спасибо, что одеваете нас, спасибо, что кормите, спасибо, что в школу водите, что убираете за нами. Да? У вас такие детки? Это вообще, знаете, у вас дети просто ангелы. Вот у нас были обычные дети. Даже выросли и, за что-то уж там благодарили, конечно, так, что прям с утра до вечера благодарим. Нет, иногда они требуют что-то, типа, дайте мне это, я есть хочу, я хочу новую одежду. Вы родители, вы обязаны. Понимаете, все без вариантов. У нас сейчас уже дети выросли, большие уже, взрослые, уже семьи у них. Они когда к нам домой приходят, всем семейством, знаете, что делают? В холодильник сразу идут к нам. Они не спрашивают, можно там что. Родители, все. Что у вас самое вкусное еще есть? Икра вот у вас есть? Все, они даже не спросят. Я такой... Мы с мамой хотели это как бы вечерком так на двоих оставили. Или... Они слопают и даже не... спасибо, классно было. Спасибо, родители.
Не, ну, и у нас более хорошие дети, нет. Ну, не, иногда они так себя реально ведут. Ну, иногда что-то приносят тоже. Некоторые из них. Знаете, но это вот, это дети, да? Ну, но мы должны взрослеть, мы должны же быть похожим на Христа, правда? Мы говорим о духовной тоже зрелости. Духовно зрелые верующие – это благодарные христиане. В них благодарности с годами больше должно быть. Аминь. Известный служитель Билли Грэм, наверное, вы слышали, да? Он уже ушел к Господу, почти 100 лет он прожил. Самый известный евангелист прошлого столетия. Он так говорил: дух благодарности является одним из самых отличительных знаков христианина, чье сердце направлено к Господу. Благодарите Бога в самый разгар испытаний и во всех трудностях. Вот он говорит, сразу видно, если сердце человека в Господе, он даже в трудные времена будет благодарен Богу. Он не будет кричать, вопить: что это такое, откуда? Не будет обвинять других. Он будет посреди, начнет благодарить Господа. Как в Фессалоникийцам 5:18 сказано, за все, но в оригинале сказано, во всем благодарите. Не то, что за все, а в любых обстоятельствах, в любых трудностях благодарите. Конечно, ну а что благодарить? Ну прилетело мне что-то плохое там, да? Ну поверьте, в этом есть сила. Вот я вчера на семинаре чуть рассказывал там, да, немножко там из своих историй, очень немножко. Вот одна там у меня была история, у меня там дом сгорел. Это первый наш дом, мы первые 20 лет в Сибири, мы в Сибирь на миссию поехали. И у нас ничего не было своего, родственники были за 6 тысяч километров, за 5,5 самые ближние были. И, то есть, у нас не было никакой поддержки и так далее. Мы снимали квартиры, за 20 лет мы поменяли 16 мест. Знаете, жительство. Это серьезно. То есть это реально, так сказать, испытание. Мы уже привыкли, мы такие странники. Странненькие мы. И пришельцы. Кто говорит, вы верите в пришельцев? Конечно, это мы. Я тоже пришелец. Мы странные, мы пришельцы для кого-то. Ну, это нормально. И вот мы строили дом несколько лет. И так получилось, что он сгорел там из-за ошибки строителей. Там, уже он был готов полностью. Вот он сгорел. И знаете, первое, что я стал делать? Я благодарил Господа. Не за то, что он сгорел дом, что он забрал у меня дом или еще что-то. Нет. Что все равно Бог остался Богом. Что Он нас любит, Он на нашей стороне. Он творит чудеса. И я реально вот благодарил Господа посреди всего этого. И через год уже Бог дал нам совершенно новый дом. И вернул все потери, которые мы потеряли. Чудом. Просто это необъяснимо, как Бог действует. Но так это работает, драгоценные. Так это работает. В аварию попал там, я не знаю, деньги потерял или еще что-то. В любых обстоятельствах начинай благодарить Господа. А тебе кто-то что-то плохо сказал, клевету какую-то или еще что-то. Начинай благодарить Господа. Да, аминь легче сказать. Да. Помните историю Иова, да? Почему она попала в Писание, эта история? Там почти 9 месяцев у него был невероятный прессинг, невероятное давление. Ужас, вообще это полный мрак, это полный мрак. 10 детей потерял. Все бизнесы, все, здоровье потерял, все. Говорит, нет, я все равно буду благодарен. Даже жена уже сказала, да похули ты уже Бога, умри, все. Пусть твоя жизнь закончится, а то уже и я страдаю. Все уже страдают от тебя. Он говорит, нет, не дождетесь. Вот не так давно на консультацию пришла ко мне одна женщина, она только-только там стала ходить в церковь недавно, может там 3-4 служения посетила. И, я думаю, ладно, то есть спросила, что? Там через секретаря она узнала, секретарь, о чем она хочет проконсультироваться, там, о семье, о проблемах каких-то в семье. Смотрю, вроде бы, адекватная, вроде женщина,
не сильно видно, что у нее прям какие-то вот серьезные трудности. Думаю, ну ладно, раз просит, конечно, надо поконсультироваться. И тут она рассказывает свою историю. Она за год 2 детей похоронила. Знаете, то есть одному 2 годика, и он заболел болезнью, и никак невозможно было излечить, там с генетическими какими-то вещами было. А 31 декабря, прямо накануне Нового года, сын ее, который и так там, он 12, что ли, ему было лет, он с ДЦП был, он все время лежал там в больницах постоянно. И вот так получилось, что он там что-то повернулся и запутался в проводах, там в этих, на которых, и умер. И врачи не проследили, праздновали там что-то и так далее. 2 детей. Знаете. И она говорит, в моей жизни мрак, полный мрак. Я думаю, вообще, она как держалась? Я был в шоке. И говорю, пусть ваше сердце будет мягким с Богом. Бог может все восстановить, исцелить. И она, да. И она так принимала. Я был потрясен. Иногда, с верующими, уже и молишься за них, и объясняешь им уже все. И до них все равно не доходит. То есть они не могут из этого мрака вылезти никак. А тут вот новообращенный человек. И она для меня это лучик надежды. Спасибо вам, спасибо. Я был в шоке, я спать не мог. Я думаю, это как Бог, как эти люди держатся, это чудо. Почему верующих так редко я таких вижу? Драгоценные, будьте благодарны во всем. Бог все может восстановить. Бог может воскресить. Аминь. И я хочу вам еще практические вещи сказать. Не только показать, что это важно. В 1 Тимофея 6 главе 6 стихе здесь сказано, апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, благодарность – это приобретение. Это не что-то просто естественно, мне тяжело, знаете, то есть худеть – это легко или нет? Нелегко. Но если хочешь, чтобы у тебя нормальный вес был, здоровье было нормальное, иногда надо, да? Это что-то приобретенное, ты должен заплатить цену. Благодарность – это тоже нашей языческой природе, это не свойственно, это не естественно. Нам свойственно брюзжать, быть недовольными, возмущаться да? Что-то буркнуть да? Иногда и гневаться, и еще что-то такое других обвинять. Это языческая, естественная природа язычников. Но они живут во мраке. А Бог призвал нас жить в свете. И тогда надо что-то поменять. Благодарность – это приобретение. Это приобретенный навык. Это как тренировки. И я хочу вам дать 5 пунктов, которые 100% вам помогут. Можете записывать. Вы сразу, конечно, не запомните. Но если вы будете тренироваться в этих 5 пунктах, развивать это, поверьте, это станет так естественно для вас, что уже это будет изнутри вас исходить. Не важно, что вокруг происходит. Первые же ваши слова будут «Спасибо, Господь». Как Иисус говорил, если вас гонят, преследуют, прессуют, радуйтесь. Он говорит, скачите от радости, велика ваша награда на небесах. Знаете, для язычника это безумие просто. Что сказать, плакать надо, рыдать, защищаться, сражаться надо. Нет, другая реакция должна быть. Если нет этой реакции как естественной, значит еще навык не приобретен. Если у вас нет этого навыка, наверняка нет, если вы его не развивали. Понимаете? То есть это не что-то само собой разумеющееся. Как Филиппийцам в 4 главе 11 стихе Павел говорит, я научился быть довольным. В разных обстоятельствах, он говорит, я себя проверил, я научился. То есть этому можно только научиться. С этим никто не рождается. Хорошо? И готовы послушать, да, принять для себя? Если вы хотите развивать этот навык, первый совет мой. Начинайте день, просыпайтесь с благодарности. Вы даже глаза еще не открылись,
Скажите, спасибо, Господь, за новый день. Вот я иногда так говорю: доброе утро, Дух Святой. Вот не важно, какое состояние, не важно вообще. Здоров ты, болен там, легко просыпаешься, тяжело. Не важно, какое самочувствие. Вот начинай, просто вот привычку развивать. И знаете, что каждый день умирает в мире от 100 до 150 тысяч человек. Ну, за год где-то 50 миллионов человек. То есть, представляете, этот день, вот вы проснулись, а этот день 150 тысяч человек не пережило. А вы пережили. Вы живы. Уже хорошо. Вы проснулись, и вы живой. И спасибо можно Господу сказать. Вот, знаете, я не кушаю, ни в душ не иду, ничего не делаю, пока я не скажу «Доброе утро, Дух Святой» или поблагодарю Господа. Это же не так трудно. Ну, сначала будет очень тяжело. Вы будете забывать. Но сейчас это для меня естественно, с годами, конечно. Это уже естественно. Ты только открываешь глаза, еще более естественно, чем зубы чистить. Вы же тоже не задумываетесь, когда вы идете там, я не знаю, у вас же чистят зубы. С детства, если вы научены, для вас это естественно, правда? Вы даже не задумываясь уже идете, делаете все автоматом. Так и здесь. Колоссянам 3 глава 17 стих говорит: что бы вы ни делали и ни говорили, делайте во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот что бы ты ни делал, опять же, вот начался день, первое, что можешь сделать, сказать спасибо, Господь, поблагодарить. Второе, вот тоже такой важный пунктик, который, я много лет это использую. Если вы что-то хотите получить новое, благодарите Бога за то, что у вас есть. Вот, например, у вас чего-то нет, никогда не жалуйтесь там, или вот у меня старая машина, там, вот у меня старая одежда, вот у меня там старые ботинки, еще Бог, что ты не видишь, что ли, вот в чем я хожу там, да, или... Нет, благодарите Бога. Надо что-то новое, благодарите Бога за то, что есть. Вот сейчас. Есть в чем ходить уже. Спасибо Богу за то, что есть в чем ходить. И благодарю Тебя за новые ботинки. Знаете, нужна вам новая работа, лучшая работа. Бог, мне устал от этой своей работы, тяжелая, плохая, начальник ужасный. Вообще, жуткое место я попал. И потом, куда бы мне податься? И люди так вот сидят в такой мраке, знаете, и все хуже и хуже, и не могут вырваться. Я всегда говорю: благодари, найди что-то, чтобы поблагодарить. Была же работа, деньги же получал какие-то. Слава Богу, что у тебя хоть вообще начальник есть, хоть какой. У некоторых вообще никого нет, даже начальника. Но поблагодари Бога за это. Филиппийцам 4 глава 6-7 стихи сказано: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Молитвы должны быть с благодарением всегда, не с наездом. Не так: Бог, ты должен мне это сделать, или там с жалобным таким, вымаливанием. Господь, ты что, не видишь, как мне тяжело? С благодарением. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления тогда во Христе Иисусе. Итак, вот, то есть поймите, опять же, у многих людей много чего нет. Вот как известный Ник Вуйчич, да, такой без ног, без рук евангелист, да, он говорил: мы проклинаем жизнь за то, что у нас нет обуви на ногах до тех пор, пока не увидим человека без ног. У кого-то ног нету, рук нету. И люди двигаются, делают что-то. У нас есть так много всего. Я побывал в разных континентах, там, во многих, больше 40 стран посетил, некоторых и по 10 раз бывал. По-разному люди живут. И поверьте, большинство людей в мире живут очень тяжело и плохо. Я встречал в Африке детей, которым 2 годика, они сами по себе ходят, там, питаются, живут как-то, где их родители, кто их знает вообще. 2 годика. Ты конфетку ему дашь, он счастливый просто. Нашим детям дашь конфетку, что? Не шоколадная.
Или... Там даже он не спросит, он не будет там тебе срок годности какой. Он слопает и счастливый будет, довольный, благодарный. У большинства людей ничего нету вообще. Вот я заметил, может, так меня селит или что, но сколько я не приезжаю, меня селят в квартиры, тут квартиры какие-то здоровенные все. Знаете, там в Гонконг приедьте, как люди живут. Там такие цены дикие, сумасшедшие. Люди живут в каморках там по 15 квадратных метров с семьей. Так, знаете, там не развернуться. У некоторых 10 квадратных метров. У вас, наверное, туалет такой. Понимаете? И люди живут в таких условиях, и поколениями живут. И довольные, и счастливые что-то. Вот филиппинцы, наверное, страна, где самые счастливые. Там все радуются, все улыбаются. Вот очень благодарные люди, очень благодарные. И вообще, там все, и таможенники смеются, и полицейские веселые, и все. Еще приколисты такие. У нас однажды один таможенник взял такой мне на чемодане мелком. И там все очень современно. Он взял мне мелком на чемодане крестик. Я говорю, это что такое? Он, ну все, арестовываем вас. А я там какие-то ракушки взял с острова там, ну красивые, ну знал, что не очень хорошо. Ну, думаю, может прокатит, думаю. Он мне раз, все, вы арестованы, будете сидеть в филиппинской тюрьме. Я думаю, боже, что я натворил вообще, что я уже... А потом смотрю, такой серьезный, потом такой улыбается. Я говорю, он еще такой еще улыбается. Потом он говорит, да я пошутил, идите. Я говорю, ничего себе у вас шутки. Да, они вот так вот шутят, да. Ну, в России так не шутят. Да. А он пошутил просто. И вот неважно, какие вещи, вот, научитесь быть благодарными. И это, говорю, не только когда все хорошо и легко. Вот все восхищаются, там очень многие, кто нас знает, нашей семьей, дети у нас, внуки, все в церкви, все в служении, все хорошо зарабатывают, и все успевают, и свои там квартиры, дома. Все говорят, как вам повезло, как вообще? Я всегда говорю, везет тому, кто везет, во-первых, драгоценные. И это не просто так, это вы видите вершину. Говорит, ой, у вас все так легко, все так хорошо, вы такой довольный всегда, счастливый, радостный. Я говорю, понимаете, почему я такой радостный теперь? Потому что во всем радуетесь. И моей радости меньше не стало, только больше ее с годами. Но у нас столько было испытаний, когда я начинаю людям перечислять даже такие простые вещи, они в шоке. Как вы это прошли, как вы это проходите? С благодарностью. Например, старший сын, он был отступником 4 года. Жесткие вещи бывали. То есть дурная компания, все, мог на улице его встретить, а он в дурмане там каком-то, в соли там, еще что-то там. Он меня даже не узнает. Конечно, это больно тебе. Конечно, дьявол через это стреляет. Но я всегда благодарил Господа. Я говорю, Господь, спасибо, мой сын будет спасен, он будет служить тебе, весь мой дом будет служить тебе. И каждый день я благодарил Господа. Каждый день. И через 4 года он сам потом вернулся в церковь. Да так полюбил Господа, что я никогда его с детства таким не видел. Когда он поклоняется, он плачет до сих пор. Он сейчас с супругой, они у нас лидеры детского служения. Как он любит деток в церкви, как своих деток любит, просто вообще. У него сын самый зацелованный вообще. Я так говорю, ты там посчитай хоть сколько ты, мне кажется, ты раз 500 в день сына своего целуешь. Он так вот все время тебе... Говорит, как хорошо, какие у вас, какое будущее у внуков, да? Потому что мы благодарны, дорогие. 3 совет. Развивайте в себе умение говорить спасибо. Даже за маленькие вещи. Вот, быть благодарными. Спасибо. Знаете, верный в малом получит больше. Помните? Да? И вот мы же говорим благодать, а не благобрать.
Дать надо, давать надо. Поэтому благо дарить, а не брать. Это язычники все хотят брать. А мы даем, мы щедрые. Мы должны быть щедры на благодарность, на то, чтобы спасибо людям говорить. Даже за мелочи. А что мне сделал? Да неважно. Я сегодня уже не помню, сколько я раз поблагодарил людей там. Кто-то дверь мне приоткрыл, кто-то еще там что-то, кто-то уступил, я прошел. Спасибо, спасибо. Это нормально должно быть. Когда там, не знаю, вас супруга кормит, ну спасибо, а что? Ну, я уже не досолила немножко. И вот я, например, вообще готовить не умею, вообще, от слова. Единственное, что я умею, омлет делать. Вот омлет почему-то, я не знаю почему, он у меня получается вкусный. Но однажды у меня супруга уехала на 5 суток, и я с детьми остался. И что вы думаете, они ели? Они очень любят мой омлет, все, они говорят: папа, ну когда ты, если я приготовлю омлет, это праздник, значит, у всех с утра. Знаете. Но когда это 5 дней, завтрак, обед и ужин, не, понятно, что я что-то там покупал еще. Но когда они приехали, они маме сказали: больше никаких омлетов. Не, ну сейчас они опять уже скучают и просят. Ну, еще там через YouTube что-нибудь, не знаю, утку какую-нибудь там на Рождество сделать там и так далее. Все, еще там шашлыки, все. Тандыр и так далее. Ну, а больше я ничего не умею. Поэтому я бы очень скучно питался бы, если бы я сам себе готовил. Я так благодарен, что мне супруга готовит хорошо. Поэтому, это же не трудно мне сказать: спасибо, любимая, так здорово было, что ты приготовила. Мелочь, но это важно. Поэтому не уставайте благодарить. Те, кто служит, те, кто что-то делает. Спасибо вам, спасибо. Поверьте, меньше у вас от этого не будет. Развивайте благодарность. Угу. И тоже вот когда, говорите спасибо, да, или вам говорят спасибо, а вы там, бывает так в России у нас, не за что, да, типа так вот, да, пустяки, не за что. Вот поверьте, нехороший ответ это, потому что он как бы и обесценивает и добро сделанное, и сказанное спасибо. Просто ответьте там: рад был помочь, мне было приятно. То есть отвечайте, так сказать, вот, мне не составило труда, и вам спасибо тоже. Можете так ответить. Никогда не говорите не за что, пустяки. Хорошо? Зафиксируйте себе где-то это. Чтобы добро и благодарность не обесценивались. Угу. 4 пунктик. Развивайте мышление благодарности. То есть благодарность считается, у меня несколько образований, одно из них психологическое образование. Вот мышление благодарного человека – это высшая форма мышления. Знаете? И вот Иоанн Златоуст, известный, да, отец церкви, который жил в IV веке от Рождества Христова, он так говорил: хотя бы ты и не понимал причины чего-нибудь, благодари. В том-то и заключается благодарность. Вот благодарность, она всегда идет из позитивного мышления. Неблагодарность – это значит у человека негативное мышление. Помните, филиппийцам Господь говорил, что через Павла: думайте только о том, что хорошее, достославное, чистое. Да? Наши мысли должны быть позитивные, благодарными. О людях мы должны, неважно, что они нам делают, плохое или хорошее, все равно быть благодарными во всем. Колоссянам 4:2 сказано: будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней с благодарением. То есть благодарение – это бодрствование, это осознанное мышление. Когда я делаю выбор, это осознанно. Я выбираю думать только о том, что хорошо. Я выбираю изгонять из себя все плохие и негативные мысли. Это мы решаем. За наши мысли мы несем ответ. Угу. Например, было так, что моя супруга не была спасена. Я был верующий, моя супруга не была верующей. И, конечно, у нас были из-за этого и конфликты всякие, много всего. Но неважно, что происходило, каждый день я говорил: Господь, я благодарю Тебя, что она спасется. Я благодарю Тебя, что она спасется. Я вижу, что моя жена спасена.
но она поступала еще хуже. А я все равно благодарил Господа. Да, было тяжело, но это мой выбор. Я принимал решение, а я буду все равно благодарен. Иногда это еще больше ее злило. Но я все равно продолжал быть благодарен. И, если честно, я думал, что лет 25 я продержусь, там посмотрим. Потому что такая была у нас ситуация, обстановка, что я думал, моя жена принципиальная. То есть, если что-то она решила, это навсегда. Чтобы она что-то изменила, это было очень тяжело, так сказать. Все, если она не хочет идти в церковь и так далее, не нужен ей Бог, все, она так решила. Но я благодарил Господа. И вот однажды, 3 месяца прошло, я был офицером, я был в наряде, прихожу из наряда и в воскресное служение. Я прихожу в церковь, домой забежал, там что-то. Моя супруга говорит, а ты знаешь, что я вчера делала? Я думаю, она грешница, что она делает? Я говорю, мне, честно говорю, неинтересно, я в церковь побежал, потом, пока, увидимся. Она огорчилась, правда, тоже, я тоже делал ошибки. Но все равно я поблагодарил Бога за ее спасение. И вот я прихожу в церковь, помогаю там что-то аппаратуру расставлять, все, 5-10, и вдруг пастор мне говорит, а посмотри, кто в зале. Тебе Алла ничего не рассказала? Он знал Аллу, знакомил я с пастором. Говорит, она тебе ничего не сказала? Говорит, я не успел, говорю, Рюна, я прибежал, переоделся и побежал сразу на служение. Говорит, посмотри, кто сидит в зале. А у нас там шторы такие, портьера была. Я такой смотрю, Алла сидит на первом ряду в церкви. Она не знала, где собрание проходит, где служение. Я говорю, это что такое? Я и глазам не видел, я протер даже. Нет, она сидит. Мне интересно. Я говорю, а что это? И он мне говорит, ты что? Вчера было молодежное служение, а у нас дикие были молодежные служения. Мы обычно молимся на языках, тогда молились минимум час, минимум. Знаете, я как-то пару друзей своих приводил, попадали на эти молитвенные служения и уходили с такими глазами. Это что было вообще? А я знаю ее как рассудительную такую, знаете, как она вообще на молодежке нашей просидела. Он говорит, а вот она побыла, до конца просидела, покаялась, приняла Иисуса, получила крещение Духом Святым. Потом поехали на вокзал, она еще кормила бедных вечером и еще и за них молилась. Я говорю, это вы про кого вообще? Знаете, вот мы иногда такие верующие, когда что-то реально происходит, мы не верим. Вроде за это же молился. Я говорю, не может быть. Да. И вот с тех пор она верующая. Мы учились в библейской школе, она лучше меня училась. Хотя больше ее верующий был и так далее, и проповедовал. Понимаете, Бог отвечает. Когда мы находимся в благодарности, мы в безопасной такой зоне находимся, драгоценные, от всяких токсических мыслей, негативных вещей и негативных обстоятельств. Поэтому будьте благодарны, развивайте это мышление благодарности. И последний пунктик, совет вам. Вот день закончился, каждый вечер, день закончился перед сном. Просто скажите спасибо, Господь, за этот день. Вот что бы ни было, Господь, спасибо. Вот это и есть тренировка, развитие благодарного сердца. И поверьте, ваша жизнь так преобразится, так изменится. Вы, может быть, были угрюмым человеком, вы станете самым улыбающимся человеком. Потому что благодарность, благодарное сердце, и ваши лица преобразятся. Мне всегда говорят, сколько вам лет? Мне говорят, у меня старшему сыну, он приемный, 36 лет. Знаете, внуки уже там. Они говорят, сколько вам лет? Я сам удивляюсь, сколько мне лет иногда, если на детей своих смотрю, да? Но вот еще один стих последний, давайте прочитаем. В Колоссянам 2 глава, 7 стих. Сказано, «Пускайте корни, растите в нем, во Христе. Пусть вера, которой вы научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас». Драгоценные, пусть благодарность в вашей жизни вас переполняет с избытком. И буквально еще пару слов хочу сказать, как пастор, и как
человек, который тоже понимает Писание, я знаю, как благословения высвобождаются. Знаете, просьба к вам, пожалуйста, будьте супер-пупер благодарны вашему пастору. Вот благодарите его за все. Быть пастором – это очень тяжело, очень. Особенно в наши времена, еще в нашей стране. Это непросто в нашей культуре. Будьте благодарны. Попроповедовал пастор, поблагодарите его за слово. Сделайте что-то хорошее. Вот я знаю, что, знаете, это вот пастор меня не просил об этом говорить. Это я уже так сам на себя взял. Так сказать, может, мне влетит за это потом. Но это серьезно. Вы хотите иметь будущее? Я верю, что для этой церкви Бога невероятно потрясающее будущее. Я даже слово получил. Вы свет, который стоит на вершине горы. Вы свет для этого региона. Вы свет. Бог хочет поднять вас и будет поднимать вас. Выше, выше, выше и выше. А поверьте, это большая ответственность. Это не просто сиять и светить Его светом, быть каналами. Это чем выше Бог вас поднимает, тем больше это ответственность. Но если вы не разовьете благодарность, поймите, лететь вниз будет тоже серьезно. Господь дьявола поднял так высоко, он был осеняющим херувимом, но он не воздал славы Богу, не возблагодарил Господа и полетел вниз. Драгоценный, я верю, что это слово для вас, для вашего будущего. Вот был такой известный проповедник, пастор Чарльз Финней, его звали. Он был участником великих пробуждений в Америке. Куда он приезжал, люди в городах начинали спасаться. Все питейные заведения закрывались, тюрьмы закрывались, куда он приезжал. Почитайте про эти великие американские пробуждения. И вот есть одна выдержка, которая очень сильно меня тоже коснулась однажды, много лет назад. Он пишет: путешествуя с места на место, собраниями пробуждения, я всегда отмечал, что церковь благословенна пропорционально своей щедрости. Церкви, которые поддерживают распространение Евангелия и щедро дают в Божью сокровищницу, как правило, благословенны, как духовно, так и материально. Но там, где присутствует жадность, а пастор церкви трудится за гроши или вообще бесплатно, церковь вместо того, чтобы жить в благословении, находится под проклятием. Вы хотите жить под благословением? Тогда надо поступать так, как через что Бог дает благодать. Знаете, Бог не просто хочет нас благословить, у Него есть путь, как это сделать. Это не наш путь, это не то, что мы хотим. Это Его путь, оно записано в Слове. В Иезекииль 44 глава, 30 стих говорит: «Лучший из первых плодов и всех даров твоих, лучше, будет принадлежать священникам. Отдавайте им первый помол, чтобы над вашим домом покоилось благословение». Я это не говорю, потому что я тоже пастор. Нет, потому что я знаю Божий путь. Я знаю Писание. Бог говорит: вот как я ваши дома благословлю. Если вы хотите открыть небо над собой сильно, щедро, благословляйте вашего пастора, семью пастора. Как минимум, хотя бы раз в год их в отпуск отправляйте. Полностью возьмите на себя ответственность проплатить весь их отпуск. Это не так велико, поверьте. Наставляемый словом сказано: делись всяким добром с наставляющим. Евреям 13:17 сказано: слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Это Новый Завет. Не всегда мне хочется слушаться и подчиняться. Тогда небо закроется. Там, где есть благодарное сердце, там это легко делать. Бог говорит: подчиняйтесь. Хорошо, Господь. Богу легко подчиняться, драгоценный. Когда мне Господь сказал: едь в Сибирь, проповедовать Евангелие, до сих пор люди боятся Сибири. Сказки там всякие придумывают про Сибирь. Но я сказал: хорошо, Господь, Ты желаешь мне добра. Это легко Господу послушаться. Он говорит: слушайтесь наставников, подчиняйтесь, они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжелое бремя, так как в этом нет пользы для вас. Поэтому хотите еще больше пользы для себя?
Пожалуйста, у меня здесь есть, так сказать, друзья в этой церкви. Я через них спрошу как-то там через год, отправили пастора вы или нет в отпуск с семьей. Вот. Будьте исполнители слова, а не слушатели только. Поверьте, Бог вас через это обильно благословит, так, как вам и не снилось, драгоценные. Аминь. Пусть Господь вас благословит, драгоценные. Спасибо за то, что вы слышали Слово, и пусть оно принесет плод в 30, 60, 100 крат, как Писание говорит. Аминь. Я передаю слово пастору тогда.